книги моей жизни. Какие они? Как они определяют судьбу человека? Как помогают сделать выбор? Какое влияние оказывают на становление личности? Как они помогли нашему гостю найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? У нас в гостях автор курса «История и культура родного края». Родилась в Чебоксарах, окончила Чувашский государственный педагогический институт. Является писателем, создающим, ориентируясь на точные данные и свои собственные выводы, издания прикладного и познавательного характера. Одна из последних книг, где она является автором-составителем и художником, совместно с мужем Станиславом Юхтаром, это «Сказки разных народов». В этой книге впервые сказки представлены не только как занимательное чтение, но и как материал для исследования. Позвольте представить: педагог, художник, любящая жена, мать двоих взрослых сыновей и прекрасная бабушка Елена Янька. Здравствуйте, Елена Викторовна. Мы рады приветствовать вас в стенах Чувашской национальной библиотеки. Расскажите о вашем детстве. Возможно, именно оттуда идет ваша любовь к литературе, к писательской деятельности. Да, вы абсолютно правильный вопрос задаете, абсолютно точный. Вот то, что мое детство и книга – это неразделенные вещи. Я помню, как я научилась себя читать, и вдруг поняла, что там в книгах есть и что интересно. Это было моим любимым занятием всегда, и даже на уроках. Ну, вы представляете, большой класс, человек 40 детей, учительница довольно пожилая была, и, как сказать, иногда ей приходилось тратить время на то, чтобы устанавливать дисциплину, как говорят учителя. Что приходилось делать в таких случаях? Ну, в таких случаях под партой могла лежать книжка, интересно, она вот так вытягивалась, и одним глазом как бы я занималась делом, скажем так. Вот было это и после школы, и потом. Это книги, они как удовольствие, как источник информации, наверное, были на первом месте. Тем более в те времена, советские годы, скажем так, это было не так свободно, как сейчас. Но не менее от этого это все было интересно. Какие-то книги можете конкретно выделить, которые вам больше всего нравились в детстве? Да? Да. Ну, вы знаете, во-первых, это советская вот, классическая литература, я так сказала, детская. Каверин, например, Носов, например. И вот остальные вот такие замечательные детские писатели с замечательными иллюстрациями. Вот, сопровождение книг иллюстрациями – это очень важно тоже. Причем какими иллюстрациями. И чуть-чуть хочется об этом сказать, что когда ты от текста, ребенок, то есть от текста обращается к рисунку, к изображению, там получается нечто другое, нечто другого уровня восприятия идет. Поэтому качество иллюстрации – это очень важно. И надо сказать, что советские детские книжки, вот, мне кажется, даже уровень иллюстрирования был выше, чем сейчас. Сейчас они яркие, действительно, они на качественной бумаге. Но вот само художественное такое восприятие, немножко примитивное. Например, что меня всегда задевает, вот изображают, даже в мультиках это есть, изображают детей, животных, сказочных персонажей, а в лицах персонажей нет эмоций. То есть плохо ли ему, хорошо ли ему, а стандартное лицо такое же остается. Ручки двигаются, ножки двигаются, там мультик такой. Нет чувственного такого воплощения текста. А в советских книгах это было. Я помню, что это было, действовало на меня, во всяком случае. Поэтому кого-то одного выделить очень сложно. Да, хорошая литература. А вот уже в таком более юном возрасте, там, возможно, в годы студенчества, есть ли какая-то конкретная книга или автор, которые вот очень на вас повлияли, на ваше мировоззрение и в целом на вашу жизнь? Да, книги. Но уже это были книги другого уровня, вы понимаете, да? Моя учеба на фотографии, там была замечательная библиотека, связанная с искусством. И окружение было такое, студенты были такое. Я помню, что моя подруга, она меня познакомила с поэзией.
именно тогда, может быть, я по-настоящему почувствовала поэзию и через Блока, через Александра Блока. Вот тогда стали эти книги походить. И это опять-таки так близко, вот его именно поэзия так близко сочеталась с искусством в первую очередь Серебряного века. И это так сочеталось с тем, что говорили наши преподаватели тогда, многие преподаватели. Это было вот именно гармонично. Вот эта поэзия, как бы, я поняла, почему ее называют, как бы, считают ее выше, чем проза, скажем так. Употребляют фразеологизмы такие и так далее. И вот литература, опять-таки, о жизни художников, такого философского несколько характера. Это уже не художественная литература. Сейчас бы ее назвали литературного фикшн, может быть. Вот так, научно-популярная литература. Это тоже оказывало большую роль на развитие реализации. Тем более не было такой доступности вообще информации. Через телевидение, особенно сейчас интернет, я вообще не читаю. Вот, поэтому эта книга «Любство», вот это, она продолжалась, несомненно, но уже немножко другого качества. Замечательно. Нам также известно, что вы автор книги «Повествование о Чувашах». Мы и сами по ней учились в школе. Вот откуда вы брали материал для этого издания? Или вообще откуда у вас взялась идея для того, чтобы написать эту книгу? Спасибо, девочки, замечательный вопрос задаете, тонкий, правильный. И вот идея об этой книге, она тоже, между прочим, из детства. Но не из моего детства, из детства моих детей. Я помню, что это уже 90-е годы, и появились такие яркие, тоже хорошие книги энциклопедического характера. И я купила для своих детей книгу «Славяне». Я помню, что написал ее, по-моему, Петрухин даже, замечательный историк наш российский. И она была именно не в таком скучном издательном тоне, а рисунки и картинки. Ой, картинки и небольшой текст. Картинки и небольшой текст. Ну, как такие познавательные энциклопедии. И вот мне стало обидно. Почему у нас нет такого? Да. И вот этой идеей, как бы она носилась в воздухе, замечательную поддержку этой идеи оказал Зоркин Арсений Васильевич, замечательный историк наш тоже, может быть, далекий немножко от этой темы, тем не менее, хороший человек, я, как говорится, земля пухом, пускай его будет. И затем очень серьезную поддержку оказал Вуплан, Иван Дмитриевич Вуплан, чувашский наш писатель, тогда он был директором издательства. То есть и вкупе с редактором литературоведом, тоже Кубашиным, Лизей Кубашиным, вот эти люди рискнули очень сильно, приняв совершенно незнакомого автора, свалившегося не знаю откуда, да, еще приехавшего из деревни. Еще я ездила, возилась там с детьми маленькими, часто приезжала, своими с нами некого было оставлять. И вот они возились со мной, очень рисковали, морально очень поддерживали, вообще вся редакция, я до сих пор с благодарностью все это вспоминаю, весь этот период. Была серьезная поддержка, была помощь. И вот 4 года эта книга делалась, потому что она столько писалась, сколько рисовалась, там более 200 рисунков. Материалы брались из того, что было, опять-таки. И вы знаете, я сейчас просто не вижу этого человека, поддержку оказала тоже ваш библиотекарь тут. Ну, не знаю, насколько это удобно говорить, но она, опять-таки, рискуя, давала мне нужную мне литературу, научную литературу. Прописано у меня здесь не было. Лица не имели права давать. Уж простите вашего коллегу, потому что ее нет. И это с благодарностью я ей говорю, вот, если бы этого не было, текст не был бы более-менее научным. Потому что, опять-таки, у меня нет ничего как найти. Вот без этой всей поддержки этой книги, наверное, не было. И потом, ну, чуть-чуть интересно, я заняла ваше время, она 2 года лежала, потому что, ну, представьте, 90-е годы, не выпустить ее было невозможно просто. И мне потом даже договаривались заранее, чем гонорар-то платить, там небольшой гонорар полагался, денег нет. И я тогда сказала, что мне нужна корова. Действительно, в те времена нам нужна была позарез корова, элементарно, чтобы выжить, элементарно, чтобы вырастить детей, дети маленькие. И поверьте, на самом деле, писатель, директор издательства, он по совхозам обзванивал. Не хочет ли кто-то выпустить книгу в обмен на корову? Иван Дмитриевич
чтобы не обидеться, мы там как разговаривали между собой, шутили. Я говорю, если вы мне найдете корову, я назову ее лапланкой. Он был не против. В общем, это было очень сложное, но, поверьте, крайне интересное время. Я помню, они там придешь иногда, у них то гора посуды стоит, то какие-то дорожки, то соленая рыба, то еще что-то. То есть они вот кому-то что-то выпускали, им давали не деньгами, когда платили издательство, а вот вещами. Представляете, вот так это было. Нам, говорит, даже, как однажды рассказала Елена Михайловна, баблом угля предложили, говорит. Но мы не знали, куда его девать. Пришлось отказаться. Вот, и в конце концов, все-таки при поддержке же государства, скажем так, 425-летию вхождения Чувашии в состав России были выделены деньги, и она вышла. Вот эта книга все-таки вышла. Позвольте уточнить Да. про иллюстрации. Нам даже известно, что художник, вот иллюстрации для этой книги вы сами создали? Это все это. Вы понимаете, или писатель и художник должны страшно тесном таком тандеме работать, потому что там нужны определенные тоже знания исторические, знания материальной культуры, знания этнографии, все это без этого невозможно было делать. Но все-таки надо мне сказать, сейчас тот текст, который есть в первом издании, он уже устарел. Потому что она вышла 20 лет назад, ровно 20 лет назад, в 2001 году. А наука на месте не стоит. Новые появились данные об истории нашего народа. И там, несомненно, нужно вносить изменения. Второе издание тоже было, кое-какие изменения внесли, но и опять-таки уже много известно другого об этом, очень много интересного другого. То есть эта книга была для своего времени важной, я думаю, нужной, но надо работать дальше. А вот расскажите нам тоже о сказках разных народов. Тоже откуда появилась эта идея и как вы собирали эти сказки? Это последняя идея, последняя книга, не последняя идея, надеюсь. Это последняя книга, да, это наше совместное творчество с моим мужем, замечательным художником, выдающимся художником, это не жена говорит, у нас человек, разбирающийся в искусстве, Станиславом Мухтаром. И вот эта книга, она тоже возникла, знаете, как-то немножко спонтанно. Был заказ от издательства Мухтара сделать иллюстрации к чувашским сказкам. Был представлен текст, и он успел сделать 9 иллюстраций, 9 иллюстраций, связанные с сказками о животных. А заказ был штук на 30. Так что солидная книжка получилась. Очень качественные, интересные иллюстрации. Но дальше случилось весьма неприятное событие, к сожалению, которое вот в судьбе моего мужа имело быть место и не один раз. Элементарно были украдены его работы, его картины. Причем человек имел доступ к этим картинам не с музея, а в таком частном храме. И до сих пор они не найдены. Понимаете, для художника картина – это почти как дети. И не один, не два, а значительное количество. Это сильно повлияло на него. Не мог дальше вот это работать, тяжело ему все это было, физически, психологически переживать. И они лежали, эти работы. А я, занимаясь подготовкой к учебных пособий, постоянно приходилось обращаться к сказкам. Причем, вы знаете, вероятно, что история и культура родного края – это в основном, конечно, чувашская культура, но не только других народов. И вот знакомясь с сказками других народов, интересный такой момент получился, что сюжеты очень схожие. Они могут быть схожие сюжеты сказок на уровне чисто повествовательного, то есть это же животное пошло туда, это делало то-то, и мордовской, скажем, чувашской, бурятской сказки. Представьте карту расстояние, какое Бурятия, где Чувашия. Тем не менее, сюжет такой же. А есть связи сказки на основе не сюжета, а на основе идеи. На основе идеи. Сейчас, кому интересно, вы книгу посмотрите. Вот, например, вы знаете чувашскую сказку Сармандей, да? Слыхали, наверное, надеюсь. Да. И русскую сказку Курочка Ряба. Там фактически идея в чем? Что из пустяка раздувается проблема. Надо брать не Курочку Рябу не обработанную, а вот натуральную сказку, реальную фольклорную сказку,
И оно там именно показывается, что не стоит обращать внимание на пустяки и делать из нее большую проблему. Сармандей и русская сказка, чувашская и русская сказка связаны частично только. Там немножко другие герои. Но вот если взять английскую сказку про двух мышек, Тити и Тетти, идея то же самое. Из небольшой проблемы, из небольшого какого-то такого события разрастается огромная проблема и рушится буквально весь мир. Герои другие, а идея та же. И вот, и как говорится, опять-таки, тут батюшки у меня лежат готовые, замечательные иллюстрации, уже связанные с сказками о животных, да? И я тут набрала сюжеты в связи, оно само собой просто все соединилось. Но чтобы сделать книжку еще более ярче, я добавила свои изображения, свои рисунки, детально. Все-таки мы рассчитывали, чтобы эта книга была не только для более взрослых детей, скажем так, которые могут уже действительно исследовать, анализировать, а пусть и самые маленькие просто читают, там, без анализа, просто следят. Такая многогранная, многофункциональная, я сказала, книга. Вот, а я думаю, она получилась. И было бы интересно, конечно, продолжить. И вот именно хотелось, чтобы качество издания, текстов, народной сказки, понятно, одно, качество иллюстрации, изображений другое, и еще немножечко такого методического характера материала. То есть чтобы все было на хорошем уровне. А наше издательство книжное, вы знаете, оно действительно очень высокого уровня. Оно не хуже, чем столичное. У него замечательные книги. Мы привыкли, раз мы провинция, значит, нам и так пойдет. Ни в коем случае. У нас очень качественные специалисты, у нас замечательные дизайнеры в издательстве. И они настоящие, как сказать, высокого художественного уровня книги издания. Поэтому, я думаю, получилось. И с этой стороны тоже. У наших зрителей есть возможность посмотреть, да, эту книгу, потом обязательно посмотрите. Очень интересно. Я думаю, это подарок мог бы быть хороший тоже детям. Да. Я здесь А вот вы говорите о чувашских сказках. Вы Да. их читали в оригинале на чувашском языке. Да. Вот расскажите, каково вот. Замечательно, спасибо, конечно, хороший вопрос. Вот понимаете, перевод и оригинал, что ни делайте, как ни хотите, он все равно будет отличаться. Понимаете, он все равно будет отличаться. А уж вот с чувашским языком это отдельная история, совершенно, как было сказано в ролике, что я родилась в Чебоксарах, и понятно, что в те времена на чувашском языке я не разговаривала, это невозможно было, окружение, и желания было немножко другие. И вот переехав в деревню уже, когда родились свои дети, вот здесь получилось так, что дети учились говорить, а я как бы училась говорить по-чувашски. Да, тем более это было окружение, позволяло. И я скажу, что для меня открылся другой мир. Вот когда говорят, что два языка, два ума, я бы сказала, нет, не так. Я бы сказала, два языка — это два мировоззрения. И эти мировоззрения не противостоят друг другу, а взаимодополняют друг друга. Я вам приведу только один маленький пример, чтобы вы почувствовали, девочки. Хорошо? Вам специально. Вот можете перевести на чувашский язык «Я тебя люблю»? О, молодцы, знаете, да? Может быть, даже слыхали, да? Хорошо. Но вы понимаете, как раз я думаю, слово «юраду», как я поняла, это ведь не та любовь, которую мы сейчас имеем в виду. Это настоящий, скажем, чувашский парень, настоящая чувашская девушка хотела бы услышать не это, не юраду, не юрать, а слово юрать, скорее всего. А какое слово, миленькие мои? Сложный вопрос. Ну, понятно, я же пробую немножко по-другому. Гости мне ответил. Савадов, спасибо. Вот, Савадов. Вот, если молодой человек, значит, вам кто-нибудь скажет, Юрат Херм, да? А лучше будет, если он скажет, Сами. Вот, молодцы, все вспомнили. Сам нет, какого слова чувашского? Савадощ, да? Радость, конечно. То есть он фактически говорит, радость моя, понимаете, все вот этим сказано. Ну, пусть он не обижается, но вот в этом смысле даже, я думаю, немножко русский язык проигрывает.
по глубине какой-то, да. Это один только пример. В русском языке замечательные тоже много эпитетов, очень глубоких, но вообще очень богатый на эмоции, даже богаче, чем в чувашском языке. Но вот отдельно это и есть. Потому что любимая может быть книга, да? Любимая, может быть, ну, что-нибудь простое, платье, я не знаю, любимая еда, и любимая женщина. Ну, все на одном уровне получается. А в чувашском там колбасе сам не скажешь. Да, не скажешь. Не скажешь. Да, сам это только человек. Самый. Вот я вам чуть-чуть это говорю об этом, чтобы показать, какое мировоззрение для меня открылось. И вот когда я читаю сказки, как вы задали вопрос на чувашском языке, да, там немножко другое. Там очень интересные слова. Но надо брать лучше вот такие фольклорные сказки, художественно необработанные. Там вот внутренняя сила какая-то определенная есть другая. И вот идея такая давно нагнетает у меня, я не могу дойти. Вот такие мало обработанные, скажем так, чувашские тексты, не переведенные на русский язык, есть у нас сборники, шеститомный сборник, выпущенный еще в советское время. И вот там есть сказки малоизвестные, волшебные, замечательные, наоборотные, такие странные, даже такие неожиданные герои есть там. Есть, например, образ какой-то страны, Сару, страны желтого дня надо перевести, но это неправильный перевод. Переводит не дословно «страна светлого дня», тоже неправильный перевод. Сара в этом смысле здесь используется как слово перевод красоты. Вы же знаете, что это? Сара Хираджа, да. То есть если по-русски у нас говорят «красная девица», так ведь? То есть цвет с красной, красивой связывается. А в чувашском это Сара. Это желтый цвет, это цвет золота, это цвет солнца. Значит, это просто светительное. Это цвет меда свежего, это цвет масла, понимаете, это цвет колосящегося поля. Это красиво. Вот Сарахер, не надо обижаться, это не желтая девушка, красивая девушка. Поэтому я думаю, эта страна в этой сказке тоже, Сара Божья называется она, страна красивого дня, красивого момента или какого-то красивого что-то. Понимаете, так же не переводит. Там более глубокие пласты есть. А все это, если изобразить, попробовать, то есть отразить в иллюстрациях, я думаю, тоже могло быть интересно очень. Ну, мы немножко вперед забежали. Но без понимания чувашского языка, вы понимаете, вот этого почувствовать, это практически невозможно. А чувашские песни – это еще отдельная история. Вот я помню для меня, как я начала понимать чувашский язык, понимание, истинное понимание народных чувашских песен тоже было серьезное открытие. Это целая философия. Понимаете, но об этом нужно говорить слишком долго, я боюсь задержать. А если вот вы, например, читаете не только сказки на чувашском языке, а читаете просто произведения других авторов на чувашском? Приводилось вам? Если честно, так ведь? Честно, да? Несколько я отрешенно так отношусь к произведениям советских писателей. Я попробую объяснить, чувашских писателей в первую очередь тоже. Потому что там есть, там надо выискивать. Там много налета именно идеологии, идеологического налета. И вот я чуть-чуть немножко уже об этом скажу. Вот я помню, в детстве у меня вот эта вот книжка, вот как раз попросила, «Чувашские рассказы». Я ее почему-то запомнила. И я ее прочитала, она на русском языке, эта книга, в советское время она еще выпущена. И у меня вот помню еще в детстве, ну, в подростковом возрасте, скорее всего, осталось впечатление вообще, так все плохо. Вот. То есть эти все рассказы, они такие пессимистичные, они негативные, и вот там все грустно, там они будут полные, такой юмор. Я помню, вот это ощущение у меня осталось. И вот когда уже занимаюсь вот этой этнографией, все вот этими историями чувашского народа, я поняла, что не все правда, что нам давали в советское время. А началось это даже, если можно чуть рассказать, я своей бабушке Кубамай, моей Кубамай. Ну, я пионерка, теперь не правильно.
Она хорошо училась, да, все знала. Я помню, я ее доканывала, еще вот это, может, начальный класс, чуть постарше. Она первого года рождения была. Я ей говорила, тебе было 16 лет, когда случилась революция. Как это было? Расскажи мне, что ты видела. Вот что за революция? Она никак не могла понять, что я от нее хочу. Она мне сказала, что это революция? Объясни мне, что это революция. Она кончила еще до революции 4 класса. И, понятно, у нее такого советского воспитания у нее не было, как у меня. И я ей начала рассказывать. Она говорила, были богатые, плохие, а были несчастные, бедные, и которые там вот все, как произошло. И я помню реакцию. Она сердилась. Бедные, говоришь, говорит. Богатые, говорит. Вот мы, говорит, жили. Она просто вот соседи жили, когда была махнула. Я, говорит, уже утром, говорит, уже устала работать. А они только высыпаются. Вот тебе бедные. И все. И на этом мы этот разговор закончили. У меня очень врезался в память. И вот когда, вот, занимаясь опять-таки всем вот этим, выискивая, я поняла, что действительно в советское время, к сожалению, культура народная и история, она была подана в таком выхолощенном состоянии. Иногда часто лживо. Вот та же самая идея, что чуваши были бедные, там, забитые, в черных избах жили, лапти носили, трахом болели, что трахом очень любят вспоминать. И выискиваешь, когда реальные этнографические материалы, то есть даже вот русских исследователей, русских ученых XIX века, пишут совсем по-другому. Наоборот, пишут о зажиточности чувашских крестьян, о том, что среди них нет нищих, о том, что, значит, они запасливые, очень экономные, очень трудолюбивые, работящие. Какие лапти, какие там, я не знаю, нищета, на чем вообще. То есть это неправда. Понимаете? Это было неправда. И вот это определенный шок тоже был из детства поддержанный. И я просто назову этих, чтобы не быть голословной, этих исследователей, например, Ритих, такой исследователь, был Сбоев Василий Александрович, был Аноров, был Александр Фукс. Вот это все есть, это сейчас все доступно, если все это прочитать. Это в таком виде как бы малоизвестно пока еще. И, может быть, в связи с этим я взялась за идею учебных пособий именно с такой целью донести правду. Спасибо. Очень интересный совет, я не знаю, что Замечательно. А вот вы как человек читающий, наверняка у вас есть своя библиотека домашняя. Каким образом вы ее собирали? И вот какие книги художественные вы не превалируют? Художественные, да. Ну, конечно, ну, правильно, Ира, правильно, превалируют не художественные книги. Сейчас вообще замечательная идея, можно попозже написать литературу, и она приходит. Ну, одна проблема в том, что у нас последний почтальон уволился, и мне потом последнюю книгу пришлось гонять из Сибирской деревни и обратно, чтобы ее поймать, куда они ее переслали, это мою посылку с книгой. Это вообще замечательная, довольно определенная цена. И вот последнюю книгу я выписала буквально из марийского издательства «История и культуры народов Марии». Но еще не успела прочитать, вот сегодня заехала в взяла. То есть вот таким образом накапливается в последнее время. Понимаете? А где-то что-то купить приходилось. Букинисты даже это было еще в советские времена возможно было. От родителей кое-что перепало, скажем так. Кто-то дарил даже книги. Найти книгу это была действительно проблема. Сейчас нам уже легче. И библиотека накопилась. Но в первую очередь, конечно, там научная литература, связанная с историей, с этнографией. Но вот художественная литература тоже есть. Тоже есть. Я немножко такое противоречивое отношение у меня к ней. Я очень люблю русскую классику. Очень. И вот сейчас, скажем, выйдя на пенсию, или уже когда у меня есть время, я наконец-то эту мечту свою воплотила, что я почти каждый день могу читать. И откуда я беру эту русскую классику? Из библиотеки. У нас в деревне есть крошечная комнатка в клубе, набитая книгами еще советских времен.
Там замечательный набор русской классики, там весь Чехов, там весь Набоков, там весь Макаренко, там масса Достоевский, Пушкин, все есть второстепенные какие-то писатели, хотя для меня они не второстепенные. Решетникова, например, я люблю тоже русского писателя. Там есть книги советского периода. Меня библиотекари очень любят, вы понимаете, такого формуляра, как у меня, никого нет. Все это замечательно, и я очень рада, что они ее держат, хотя работает человек там буквально за копейки библиотекарь. И вот добавлю, и я нашла буквально тоже где-то там, просто из старой мастерской, муж привез Бунина. Я действительно очень люблю этого писателя, но Бунин как мастер слова, скажем так как он умеет сочно, ярко писать, но я не приемлю некоторые его вещи как личность. То есть, когда читаешь писателя, когда понимаешь, он открывается перед тобой. Это холеный Бачук, я сказала так, страшно талантливый. Мне как показалось, он не любит людей. Об этом тоже можно говорить. Вот, поэтому я отделяю. Кое-какая вот эта литература у меня лежит, понимаете, большей частью русская классика, есть сборники стихотворений, иногда я беру пайки, и я все-таки его суммирую понять Василий, да, это приходит с возрастом юности, настоящие байки тяжело воспринимать. Сейчас есть понимание, я понимаю, сколько там тоже затаенного у него, но читать как для развлечения невозможно, это серьезная работа. Про остальное все опять-таки, девочки, придется вам говорить. Она меньшее количество занимает, но она есть. Художественная литература есть. Расскажите, какую последнюю книгу вы прочитали? Или сейчас читаете? Правильно, сейчас я как раз в библиотеке недавно принесла. Я прям честно абсолютно говорю, она лежит у меня там под подушкой. Это Олег Волков. Олег Волков. Для меня ранее неизвестный писатель был. Я просто взяла его, вытащила из библиотеки тоже. Честно говоря, там пришлось постирать все время. Ну, это нормально. Это книга, выпущенная в 90-х годах где-то. Она посвящена, она автобиографична. И вот этот писатель рассказывает о своей жизни, о том, как он жил, провел время, страдал, боролся в сталинских лагерях. То есть его литература близкая к Солженицыну, Шаламову и таким писателям. Он тоже неплохо очень пишет. И вы знаете, вот его рассуждения, хотя он тоже из, скажем так, из аристократии, бывшей зажиточной семьи, помещичьей семьи, но его рассуждения, не просто описание быта, как сложно было, да, вот такие философские рассуждения у него есть. Я прям заметочки себе делаю, они помогают как бы понять даже сегодняшний мир, события сегодняшнего мира. Но я еще до конца его не прочитала, но только начало идет. Удивительно, этот человек больше 20 лет провел в лагерях, таких не самых лучших условиях, так ведь? Он дожил до 96 лет, тем не менее. Он сумел выпустить эти книги, ни одну книгу. Конечно, понятно, что его раздражение, но понятна его сила. И вот, глядя на судьбу этих людей, таких людей, современность выступает в несколько ином виде уже немножко по-другому, конечно, относиться. И эта книга, как и остальные эти книги, они помогают реально понять современность. Они вдохновляют. Книги вообще вдохновляют. Чувствуешь, знаете что? То, что называется преемственностью. А это, по-моему, главное условие существования человечества и человеческой культуры. Да. Не будет преемственности. Даже страшно подумать, что может быть. Да, эта связь никогда не должна Да, она не должна меняться, да. Потому что если вот молодые люди, они это останутся, уже есть такие, которые без этой связи, они, во-первых, более слабые, они подвержены, они не могут выдержать удар судьбы, скажем так. Пусть то будет эпидемия или будет какая-то личная трагедия, им сложнее все это. И они в конце концов опять придут, в конце жизни придут к правильному пониманию жизни, я уверена, но время будет потеряно. То, что они могли бы получить за счет книг, за счет хорошей, замечательной литературы, они это поймут,
Ну зачем терять столько времени и оказываться как бы мало востребованным в этой жизни? Согласна полностью с вами. Ну, хорошо, если меня поддерживают. Замечательно. А что вы можете пожелать к прочтению нашим зрителям? Какие-то книги, может, определенные есть у вас в запасе, в вашем арсенале, которые вы бы хотели, вот, так сказать, прочитать эту книгу, она такая замечательная, с такого посыла. Вот это, девочки, самый сложный вопрос. Потому что на самом деле книг очень много. Очень много. Вот даже, я говорю, я иногда беру, читаю просто так детскую литературу. Вот то, что есть в той сельской маленькой библиотеке, детскую литературу, скажу. И опять по-другому видишь, вспоминаешь свое детство, погружаешься в него. Поэтому вот для всех абсолютно, вот, для людей моего возраста, попробуйте вот опять ее прочитать, у вас такое чувство будет светлое, чистое, хорошее. Это вот людям определенного возраста, определенного настроя. Молодым людям, может быть, я посоветую бы нечто другое почитать. Вот мы привыкли Экзюпери, какой у него самый известный «Маленький принц». «Маленький принц», и как бы немножко не видим остальные его произведения. А у него есть произведение, боюсь соображать немножко, «Планета людей», по-моему, называется. Особенно вот у меня зарезалась память, и я просто специально не старалась даже вспоминать, а вот думала, что сейчас я вспомню, вот я вспомнила его. Как он описал, скажем, свой перелет через пустыню, аварию в ней, да, и вот это все описание почему-то задело. Особенно вот в этом произведении еще задел один момент. Он описывает вагон, едут куда-то люди, он описывает пару, муж и жена. И это вот такие грубые люди. Видно, что они физической работой занимаются, у них грубые руки. Понимаете, они мускулистые, они уставшие, они спят. Они ни макияжа, ни с чего нет, у них простая грубая одежда. Но вот Экзюпери описывает, как в ладонях, и спит рядом ребенок с ними, их ребенок. И вот они в своих грубых ладонях, он прислонился головой к ребенку, они держат вот головку этого ребенка. И вот насколько он отличается от родителей. Он чистый абсолютно, он светлый, он буквально светящийся. Ну, представляете, он маленьких детей, там, тоже какого возраста. У него тонкая, нежная там кожа. Я не говорю, что он так пишет. Это я сейчас просто вспоминаю ощущение. Вот этот вот контраст и вот его суждение, понимаете, как сказать, вот это главное, что у нас в руках. Автомат. Наркотики, сигареты, или вот спящий ребенок, которого эти грубые руки оберегают. Шов, вот это первое, что просто мне сейчас пришло. А что-то конкретно надо просто читать хорошую литературу, и я уверена, что каждый найдет отголосок своей души, свои потребности, ответы свои, в том числе и чумарских писателей тоже. Просто об этом говорить это еще отдельный должен быть разговор. Есть интересные люди, есть интересные писатели. Но не хочется говорить, потому что нет времени об этом сказать. А вы говорите о своей сельской библиотеке, Да, да, вы выводите, да. И как вы считаете, в современном мире, в 21 веке, роль библиотеки, она изменилась? Конечно, изменилась. В хорошем или в лучшем? Она стала еще более важной. Еще более важной. Я вам приведу немножко другой пример, но это будет легче будет понять. Вот когда появилось телевидение, все посчитали, не все, было мнение очень широко устроено, что все, театр конец. Театр конец, российский телевизор, же театр. Тем не менее, театр сохранился, тем не менее он востребован, и тем не менее он развился, и появились просто еще более другие виды театральных постановок. То есть, наоборот, был толчок, наоборот, было развитие. Тоже так же, если интернет, если есть, да, я даже не продолжаю, я думаю, понятно. И еще один момент. То, что вы читаете с экрана, это одно. А то, что вы когда берете книгу, когда шуршат страницы, когда понимаете, какой-то запах, и в руках это лежит, когда есть иллюстрации, можете отодвинуть и поднять. Вот этого вкуса экран не дает никогда. Вот он вкус. А как вы относитесь к аудиокнигам? Пробовали?
Конечно, конечно, да. И вот я грешу иногда, вот бывает, надо делать иллюстрацию какую-то, да, и бывает иногда такая работа рутинная. Надо залить, надо рисовать цветы, позже, когда бывают такие моменты. Я включаю на компьютере аудиокнигу. Иногда можно слушать, а иногда такое напряжение возникает, что текст не дает возможности работать. И я включаю детскую литературу. Понимаете? Иллюстрирую что-то там, показываю, где рисую, там, и аудио. Пусть будут разные формы, пусть она будет видеокнига, пусть она будет аудиокнига, пусть она какая-нибудь плазма-книга, я не знаю, что это придумать, но это будет книга. У вас еще есть вопросы? Если вы что-то хотите сказать, Да. мы с Раз вами- мы закончили о книге, да, ведь кончаем темой книги, мне хочется один документ уже вам конкретно сказать. Вообще слово «книга», что это такое? Само слово, не предмет, а слово. Откуда оно взялось? Не отвечайте, это не вопрос, маленькие мои, это не экзамены. Да. Интересно. В русском языке и вообще в славянских языках есть слово «книга». Русский язык и все славянские языки относятся к индоевропейским языковым семьям. В других индоевропейских языковых языках этого слова нет. То есть вот этого звучания «книга» нет. Есть «бук» в английском, да? «Бук» в немецком, «кодекс» в латинском, «Библия» в греческом, например, и так далее. Разные варианты этого слова. Но не «книга». Почему? Это большое удивление вызывало у ученых вообще в целом. Пытались выяснить. И выяснили. Как раз это китайское слово. Русское слово «книга» произошло от китайского слова «кюинь», что означает «свиток». Книга – это кюинига, кюиник – это типа свиточек, что-то такое, сосуд. Где Китай и где славяне? Каким образом? Кто виноват? И что делать? Виноваты наши предки, наши очень далекие предки, булгары. Это не моя придумка. Возьмите этимологические слова и почитайте. Ладно, это тема. Вот это китайское слово «кюник» принесли в Европу и отдали славянским племенам, булгарские племена, булгары. То есть племена, входящие в круг, скажем, уже так говорить. Мы не можем конкретно сказать, вот это племя отдало, а вот именно это определить так. Потом это слово «кюник» присутствует еще в осетинском тоже языке. Книга означает форму, сейчас я не назову полностью язычную, да? В мордовском она тоже «кюник», по-моему, как-то звучит примерно так, означает «бумага». Но наши предки булгары или чуваши, скорее всего, уже это слово забыли. Просто забыли после этих событий. И то, что мы говорим «кенеге», это от русского слова «книга». Да, такое возможно. Мы вернулись обратно к этому слову, но уже в таком от русского звучания взяли. И я думаю, что это очень серьезно, когда одна группа людей берет от другой группы людей слово «книга». Это очень серьезно. Вот как раз вот в аудитории я недавно смотрела, тоже перед нашей передачей, расположены древнерусские летописи. Вот здесь факсимиле замечательное, большое уже, помните, Астромирова Евангелие, да. И вот несколько вариантов этого Евангелия есть, но вот одно из самых старинных, оно написано не на русском языке, оно написано на староболгарском или старославянском языке. А как раз вот в этом староболгарском языке сохранилось и не одно слово из болгарского языка. Но, скорее всего, оно попало туда уже от Дунайской Болгарии. От Дунайской Болгарии. Вот, так что... Историю это очень интересно. Правда, Замечательно. часами можно слушать об этом. Очень интересно. Лена Викторовна, спасибо вам большое за очень интересное интервью. Мы желаем вам счастья, здоровья. Желаем вам творческих успехов, чтобы вас никогда не покидало вдохновение. И не забывайте про нашу библиотеку. Ждем вас в стенах нашей библиотеки и не вставам рано.
Спасибо вам большое. И вам тоже большое спасибо за вашу подготовку. И библиотека, ну как, не знаю, я сейчас Да. спасибо очень. Внутри, я не знаю. Спасибо вам. Спасибо.